Кайырлы күн, құрметті көрермен, әріптестер. Астана қаласы коммуникациялар қызметінің алаңында баспасөз конференциясын бастаймыз. Бүгінгі тақырып пробация шарттарының сақталуын бақылау, жауапкершілік және құқық бұзушылықтардың алдын алу туралы. Спикерімізбен таныс болыңыздар. Секенов Ерасыл Кенжебекұлы, Астана қаласы Сарыарқа ауданы прокуратурасының бөлім басшысы. Добрый день, уважаемые зрители! Мы начинаем пресс-конференцию службы коммуникации города Астаны. Тема сегодняшнего брифинга – контроль и соблюдение условий пробации, ответственность и профилактика нарушений. Уважаемые зрители, вы можете задать интересующие вопросы в социальной сети. Құрметті көрермен, біз баспасөз конференциясын бастаймыз. Біздің спикерге тікелей эфирде сұрақтарыңызды жолдай аласыздар. Ендеше Ерасыл Кенжебекұлы, сөз кезегі өзіңізде. Мархабат. В целях профилактики рецидивной преступности, а также ресоциализации осужденных, прокуратуры района принимаются комплексные меры в отношении осужденных, состоящих на пробационном контроле службы пробации района Сарыарка. По инициативе прокуратуры района в целях профилактики рецидивной преступности организован показательный процесс с участием 20 осужденных лиц, находящихся на пробационном контроле. При координации прокуратуры района направлены в суд материалы о замене ограничения свободы и лишении свободы в отношении 2 осужденных лиц. В ходе судебного заседания установлено, что подучетные лица совершили административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и нравственность, и отсутствовали в ночное время по месту жительства. Постановлением суда неотбытая часть наказания в виде ограничения свободы была заменена лишением свободы. В рамках нарратива «Закон и порядок» по инициативе прокуратуры района Сарыарка совместно с местной полицейской службой и службой пробации проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная столица» по проверке осужденных по месту жительства. Цель мероприятия – это обеспечение контроля за соблюдением осужденными возложенных судом обязанностей, а также профилактика повторных правонарушений. Подобные мероприятия направлены на укрепление правопорядка, создание безопасной среды в столице и повышение уровня правосознания среди осужденных. По результатам профилактической работы мобильными группами привлечены 11 лиц к административной ответственности за проживание без регистрации по месту жительства и вынесено 46 предупреждений за отсутствие по месту жительства в ночное время, 19 предупреждений за смену места жительства без уведомления службы пробации. Подобные мероприятия проводятся на постоянной основе. Только за текущий год осуществлены проверки инспекторами пробации совместно с прокуратурой района 1124 осужденных по месту жительства. Помимо вышеуказанных нарушений, в отношении осужденных вынесено 124 предупреждения за нарушение отбывания условий отбывания наказания в виде ограничения свободы. Также прокуратура района на постоянной основе проводится анализ оплаты обязательных платежей в фонд компенсации потерпевшим. К примеру, после данных бесед осужденных фонд компенсации потерпевшим было оплачено принудительный платеж на сумму свыше 200 тысяч тенге. В случае неуплаты составляются административные протокола в отношении осужденных по статье 669 Кодекса об административных правонарушениях за неисполнение приговора суда, то есть за уклонение от уплаты фонд компенсации потерпевшим. Например, судом осужденный был привлечен к административной ответственности и назначено наказание в виде штрафа в размере 5 месячных расчетных показателей. Прокуратура района также самостоятельно было возбуждено 5 административных производств по аналогичным фактам. Кроме того, по нашей инициативе частными судебными исполнителями направлены материалы в суд в отношении 6 подучетных лиц, из которых 4 были привлечены к штрафу и 2 к аресту. В настоящее время также в данном направлении принимаются меры по уклонению осужденных от принудительного труда. При координации прокуратуры района Сарыарка служба пробации оказывается вместе с тем социальная помощь подучетным лицам. К примеру, были организованы 2 ярмарки вакансий для осужденных. За текущий год по нашей инициативе было трудоустроено 26 осужденных лиц.
В части трудоустройства организована работа по ежедневному сопровождению службой пробации в Центр трудовой мобильности подучетных лиц с оказанием содействия в сборе необходимых документов для официального трудоустройства. В рамках социально-правовой помощи подучетным лицам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, акиматом выделены продуктовые корзины. Вместе с тем, аналогично ко Дню единства народов, организован просмотр концерта для осужденных лиц, состоящих на пробационном контроле. Ко Дню защиты детей для детей осужденных организован поход в кинотеатр. К 1 сентября выделены школьные сумки с учебными принадлежностями для многодетных и малоимущих семей подучетных лиц. В части оказания лечения организовано обследование и лечение семьи осужденных, имеющих различные заболевания. 9 лиц направлены на принудительное лечение от наркотической зависимости. Помимо этого, каждому сотруднику службы пробации и местной полицейской службы поручено своевременное выявление и регистрация лиц, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, в цифровой платформе FSM Social, в том числе нуждающихся в лечении и трудоустройстве. В настоящее время в мобильном приложении зарегистрировано 79 сотрудников, из них 2 сотрудника прокуратуры, 8 сотрудников службы пробации и 69 сотрудников местной полицейской службы. За истекший период по приложению FSM Social зарегистрировано службой пробации 32 лица и местной полицейской службы 5 лиц. В настоящее время принимаются меры по увеличению лиц, нуждающихся в социальной и иной помощи путем регистрации их в указанном приложении. Ежемесячно прокуратура района проводится заслушивание отчетов сотрудников службы пробации, местной полицейской службы, акимата района, Центра трудовой мобильности и управления здравоохранения акимата города Астаны о результатах работы в области трудоустройства, обучения и лечения подучетных лиц. Кроме того, на ежедневной основе при выезде с мобильной группой проводится анкетирование подучетных лиц, выяснение вопросов о необходимости овладения профессией, трудоустройстве, получении пособий и оказания медицинских услуг. Түшімді ақпарат бергеніңізге рахмет. Құрметті көрермендер, біз келесі кезекте сұрақ-жауап кезеңіне өтеміз. Благодарим за содержательный доклад. Уважаемые зрители, мы переходим к сессии «Вопрос и ответа». Первый вопрос. Какие обязанности осужденного, отбывающего наказание в виде ограничения свободы, предусматривает закон? Согласно Уголовно-исполнительному кодексу, то есть осужденный, отбывающий наказание в виде ограничения свободы, обязан исполнять возложенные судом обязанности, выполнять требования службы пробации, не посещать места, определенные судом по представлению службы пробации, не менять без уведомления службы пробации место жительства, работы и учебы, не выезжать за пределы административно-территориальной единицы без уведомления службы пробации, а также являться службой пробации установленными для регистрации и проведения с ним воспитательной работы. То есть и также обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Что является нарушением порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы? Согласно Уголовно-исполнительному кодексу, то есть нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы является, то есть неисполнение указанных ранее мной требований, а также, то есть умышленное повреждение электронных средств, совершение административных правонарушений, посягающих на общественный порядок, повторное совершение в течение года, то есть уголовных правонарушений, выезд за пределы Республики Казахстан, также совершение и отказ от выполнения законных требований, оскорбление либо угроза применения насилия в отношении сотрудника службы и закрытие с пробационного контроля. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Что предусматривает злостное нарушение отбывания наказания в виде ограничения свободы? Согласно Уголовно-исполнительному кодексу, злостным нарушением отбывания наказания в виде ограничения свободы является повторное совершение в течение года нарушений, указанных, то есть в Уголовно-исполнительном кодексе.
и также выезд за пределы Республики Казахстан, совершение осужденного уголовного правонарушения, в том числе повторного преступления, отказ от выполнения законных требований, и то есть скрытие от пробационного контроля. Последний вопрос. Какая предусмотрена ответственность осужденному за нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы? За нарушение порядка и условий наказания в виде ограничения свободы к осужденному применяется взыскание в виде письменного предупреждения о замене ограничения свободы лишением свободы. Кроме того, в отношении осужденного, злостно нарушающего порядок отбывания наказания, служба пробации представляет в суд материалы для решения вопроса о замене ограничения свободы лишением свободы. Спасибо за ответ. Құрметті Ерасыл Кенжебекұлы, уақыт бөліп Астана қаласы коммуникациялар қызметінің алаңына келгеніңіз үшін алғыс білдіре отырып, қызметіңізге сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, бүгінгі брифинг өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.